Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Ариф Акаба в очередной раз мы собрали для вас самое важное, интересное и актуальное из всей международной повестки вокруг Абхазии. Все, что может влиять на нас или на имидж республики прямо или косвенно. Итак, начнем. Полулегальные, полубандитские формирования, вкладывать деньги в которые – это как поливать пустыню. Это цитата, которую использовал в своем инстаграм блогер-почти-миллионник Илья Варламов в отношении Абхазии и Южной Осетии. Еще раз, это о нас и его Варламова мнение. Кто же такой Илья Варламов, что он знает о нас, бывал ли вообще в Абхазии и Южной Осетии и о чем именно его пост? Давайте разберемся. Возмутили журналиста и архитектора Варламова, именно так он сам себя позиционирует в Инстаграм, суммы финансовой помощи, которые в проектах бюджета Российской Федерации выделены на безвозмездную помощь Абхазии и Южной Осетии в следующем году и еще через год, а именно соответственно 13 миллиардов 76 миллионов и 14 миллиардов рублей. В своей публикации Варламов возмущается излишней щедрости России и особенно его задевает, что финансовая помощь будет оказана на безвозмездной основе. Вот вам цитата из Варламова. Убрано лишь одно нецензурное слово. Еще раз, это не кредит, все это безвозмездно. На кой нам сдались Абхазия и Южная Осетия, никто не знает. Правда, да? Вот серьезно, никто не знает, зачем нужны России стратегические партнеры на Южном Кавказе? Илья Варламов, к слову сказать, бывалый путешественник, объездивший много стран, побывавший в разных уголках самой России. Что не публикация, то обязательно либо с наспех сколотой из деревяшек автобусной остановки или видеорепортаж из мусорной свалки, либо фотографии бездомных стариков. Словом, он обнажает проблемы российской глубинки и наряду с этим активно рекламирует в своем блоге алкогольные напитки, транслирует красивую жизнь, катаясь на лыжах по заснеженным склонам, а сейчас аккурат к праздникам продает живые елочки, говорит, они ароматные и пушистые. То есть в блоге Ильи есть все, что привлекает лайки, комменты, активность, все, что сейчас называют очень популярным словом хайп, умение поднять в интернете животрепещущую тему, которую откомментирует буквально каждый пользователь. И, кстати, тут не важно, поддерживает он мнение блогера или резко против. Главное, чтобы написали чего-нибудь. Так вот, Илья, назвав в своем посте Абхазию и Южную Осетию полулегальными и полубандитскими, тут же предложил направить деньги, выделяемые на нашей республике, на обновление жилищного фонда Архангельска. То есть предлагает Варламов чуть больше года не кормить Абхазию и Южную Осетию, а покормить Архангельск. Справедливости ради отметим, что ни один Варламов так думает. Часто схожие с его точкой зрения мнения облачены во фразу «хватит кормить Кавказ», которые время от времени слышны во внутрироссийской риторике. Вы знаете, нам много чего есть, что ответить господину Варламову, но интереснее то, как отвечали сами россияне ему в комментариях. Вот несколько цитат. «Россия платит Абхазии за то, что на каждом углу стоят военные базы, и это буферная территория». А слышал ли господин Варламов выражение «внешняя политика» или «геополитика»? А бывали ли вы вообще в тех самых полулегальных и полубандитских формированиях? Задают вопросы путешественнику пользователи соцсетей. И все они, конечно, без ответа. Кстати, самые ближние географические точки от нас, где бывал Варламов, судя по инстаграму, это Ереван, которому он поставил четкий диагноз «плох во всем», а статью озаглавил «Ереван, который никто не любит». И, конечно, бывал Варламов и в Тбилиси. Тут он разделил обзор на две статьи. Хороший Тбилиси, в котором хвалил, и плохой Тбилиси, в котором посоветовал убрать в городе подземные переходы. Далее мы попробовали разобраться, а бывал ли Варламов в Абхазии, например. И единственное, что нашли, это пара фотографий 2008 года из Гагры. Видимо, дальше он ехать не решился. А вот тег «Абхазия» журналист и архитектор используют нередко, и обычно в контексте ругательном и скандальном. Главный вопрос, стоит ли вообще реагировать на подобные публикации в интернете и что нам есть культурно и по существу ответить Варламову, мы хотим задать послу по особым поручениям МИД Абхазии Кану Тане.
Кан, вы знаете, я уже рассказала нашим телезрителям о публикации блогера Ильи Варламова. Он не просто блогер, он также журналист. Рассказал о том, что он разъезжает по всей России, по миру. Но вот эта его публикация, она имеет характер таковой, что очень часто подобные возникают вообще в интернете, во внутрироссийском дискурсе о том, что хватит кормить Кавказ, хватит кормить Абхазию и Южную Осетию. Как вам кажется, вообще стоит ли отвечать на такие публикации, потому что многие считают, что их нужно просто игнорировать, не замечать, не отвечать и вообще не воспроизводить каких-то действий? Спасибо, Арифа, за вопрос. Я считаю, что отвечать нужно, оставлять без внимания нельзя, так как у подобных блогеров, а я его после данной публикации считаю именно блогером, не более, потому что журналист все-таки, по крайней мере, показывает обе стороны медали людям и дает решать самим, делать выводы самим. А он выбрал совершенно иной путь, такой однобокий, поверхностный, и, скорее всего, кем-то оплачены. То есть, на мой взгляд, эта публикация была подготовлена специально, она абсолютно заказная, на мой взгляд. И именно поэтому, и в том числе потому, что у него много читателей, я посчитал нужным ответить, не оставить без внимания, потому что его слова, его оскорбительные выражения в отношении Абхазии и Южной Осетии, и в отношении народов, соответственно, которые проживают в Абхазии и Южной Осетии, они не должны оставаться без внимания. Я посчитал нужным все-таки свое мнение высказать. Возможно, он его и не услышал, но надеюсь на то, что многие другие жители Абхазии и России в том числе прочитали и поняли, что ситуация не такая однобокая, как ее преподносит Илья Варламов. Вот. Да, и мне кажется, Да. что действительно, вот я читала и комментарии, да, там множество комментариев, по-моему, комментариев даже больше, чем отметок нравится и лайков, то есть это можно, по сути сказать, такая хайп, да, вот то, что сейчас принято называть хайпом, да, в интернет-пространстве, эта публикация, он даже не отвечает на какие-то разумные комментарии тоже, то есть ему важно, чтобы именно была активность у этой публикации. И вот как вам кажется, вот сам тон, выбранный тон, вот ведь как налогоплательщики россияне могут задаваться различными вопросами, правильно же? Но тем не менее, как в этом случае важно выбирать тон? Вот как вы скажете, вот как вы оцениваете то, как он все это преподнес? Безусловно, тон, который он выбрал для этой публикации, он говорит лишь об одном, что человек не изучил абсолютно ситуацию, не вдавался в подробности. Более того, это показывает также отсутствие какого-либо воспитания, потому что, зная, что и в Абхазии, и в Южной Осетии, он там еще другие территории указывал, проживают люди, и как-то вот огульно всех называть и оскорблять не принято. Тем более человеку, у которого много подписчиков, который так или иначе формирует общественное мнение. На мой взгляд, это некорректно, оскорбительно, и вот я просто не смог, эмоционально не смог сдержаться от того, чтобы прокомментировать это. Любой налогоплательщик, конечно же, имеет право задавать вопросы, но задавать вопросы он, скорее всего, задавая вопрос, он должен не обывательски подходить, а изучить тематику. А если вдаваться хотя бы в поверхностные детали российско-абхазских и абхазо-российских отношений, то здесь, конечно же, нужно отойти от регионального уровня, можно выйти на глобальный уровень, на геополитический, на геостратегический уровень. И тогда становится понятным, что российская помощь Абхазии это не односторонняя помощь, да, то есть она не исчисляется лишь материальными какими-то благами. Здесь речь идет о именно стратегическом партнерстве, о тех интересах, которые Россия совместно с Абхазией реализует в своей внешней политике в регионе в целом, в регионе Южного Кавказа, и также вообще в регионе всего Черного моря.
Тут мы имеем в виду, естественно, и Грузию, и Турцию. Поэтому, на мой взгляд, вот повторюсь, эта публикация Варламова была неким заказом. Здесь, конечно, можно гадать, с чьей стороны, кто мог такое заказать, но есть и такие политические силы, которые просто хайпуют, как вы сказали, да, или популистическими такими темами пытаются заработать себе политические очки, в том числе тот же сам Варламов. Он понимает, что такие темы вызывают большой интерес в обществе. Вот сказать, что я налогоплательщик, и меня никто не спросил, и почему я плачу там Абхазии какую-то там часть из своей зарплаты. Но не стоит забывать, что и большая часть, подавляющая часть граждан Республики Абхазия также являются гражданами Российской Федерации. И вот все его высказывания негативные, порочащие и наше достоинство, нашу честь, они, скажем так, полностью противоречат духу российско-абхазских отношений. Ведь совсем иначе развиваются отношения и на самом высоком государственном уровне. Поэтому нельзя, на мой взгляд, оставлять такие высказывания без внимания. Конечно же, его личность не тянет на какой-то официальный комментарий Министерства иностранных дел, либо любой другой государственного института. Но отдельно взятой личности, ну, меня в данном случае, я считаю, что все-таки как-то высказаться нужно было, и я Да. не смог мимо пройти. А вы еще, я читала этот комментарий и посчитали, что, возможно, его следует признать в Абхазии персоной нон-грата. Кстати, есть и другие мнения по этому поводу. Например, он так огульно утверждает, называет нас полубандитскими, полулегальными формированиями. При этом я убедилась, посмотрев различные публикации за много лет, его в том числе и видеоблог, и ЖЖ-блог, да, вот живой журнал, и о том, что он был в Абхазии лишь однажды в 2008 году, и есть пара фотографий, максимум из Гагры, да, то есть, возможно, наоборот, его стоит пригласить, чтобы он, ну, сам все увидел. Как вы думаете? Да, я бы, конечно, в первую очередь пригласил бы его, и, например, в сопровождении историков, в сопровождении журналистов, которые смогут также потом осветить его мнение об Абхазии, о людях в Абхазии. И, может быть, даже организовать ему пресс-конференцию с журналистами, чтобы ему позадавали вопросы и так далее. Ну и показать, конечно, наше гостеприимство, чтобы он, ну, скажем так, на всех уровнях понял, насколько это возможно в короткие сроки, понял, что такое Абхазия, что такое абхазский народ и как мы живем, и каков у нас образ жизни. Вот. Я думаю, после этого он бы несколько раз подумал перед тем, как называть Абхазию, Южную Осетию полубандитскими и полулегальными формированиями. И не буду непристойно выражаться, он там, конечно, не очень красиво, скажем так, выразился в отношении нас. Вот, ну, Но мы не будем уподобляться, все, да? да, Этому, ну это да. все, на мой взгляд, попахивает заказным таким вот постом в Инстаграме, там, в соцсетях в целом, потому что по-другому я себе объяснения не нахожу, почему человек, который даже и бывал в Абхазии, ну как, почему он берет на себя такую ответственность оскорблять целые народы, тем более союзные. Понятное дело, если бы мы, скажем, не читали по-русски, не умели бы читать и, наверное, и не увидели бы эту публикацию, а тут мы все и читаем по-русски, но более того, все владеем русским, мы являемся частью, то есть частью русской культуры, потому что и читаем русскую литературу, там, российских классиков знаем немало, скажем так, многие у нас владеют русским языком, поэтому как-то вот, конечно же, это полностью противоречит нашим отношениям. И, на мой взгляд, не стоит заострять свое внимание на подобных высказываниях и на подобных персоналиях, которые за деньги готовы оскорблять целые народы.
Да, и тем более, что комментарии самих россиян под этим же постом, очень многих отвечают ему и говорят правильно о том, что не стоит внутренние проблемы как-то искать буфер для них и как-то сваливать на внешнюю политику, да, то есть они очень многие достойно отвечают, и мне кажется, ему было бы это интересно почитать, если он вообще читает комментарии. Кан, спасибо вам большое за ваши ответы, за то, что нашли для нас время. Спасибо вам, Арифа, всего хорошего. К другим темам. Возмущение абхазского МИД вызвало очередное совместное заявление так называемых «друзей Грузии» в ОБСЕ. Это заявление было сделано в ходе состоявшегося 4 декабря заседания Совета министров ОБСЕ. В заявлении, по большому счету, ничего нового нет. Все старо как мир и в духе двойных стандартов. В частности, там отмечено: мы еще раз подтверждаем полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Спустя 12 лет после военного вторжения России, говорится в заявлении «Друзей Грузии», мы вновь глубоко обеспокоены оккупацией частей территории Грузии и подчеркиваем необходимость урегулирования конфликта мирным путем на основании полного уважения к Хельсинскому заключительному акту, международному праву и в том числе к Хартии ООН. На это заявление ответили в абхазском МИДе так. К сожалению, в принятом друзьями Грузии заявлении, касающемся Республики Абхазия, не нашла никакого отражения официальная точка зрения абхазской стороны, которая регулярно озвучивается представителями нашей республики на женевских международных дискуссиях в присутствии сопредседателей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Несмотря на очевидную несостоятельность и полную ангажированность данного заявления, в ОБСЕ продолжает доминировать курс на поддержку любых действий официального Тбилиси. Страны-участницы ОБСЕ стараются не замечать, что такая односторонняя позиция дискредитирует саму идею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, значится в заявлении внешнеполитического ведомства. В абхазском МИД также добавили, что ждут более содержательной и обоснованной оценки ситуации в регионе, учитывающей мнение всех сторон в конфликте. Более того, в МИД выразили сомнения по поводу конструктивной роли ОБСЕ в урегулировании существующего конфликта. Цитата: «ОБСЕ полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа сопредседателей международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ». Ну а теперь к темам без политики, но об Абхазии. Как всегда, нас интересует все, что так или иначе формирует имидж нашей республики за ее пределами. Причем в самых разных областях, например, в кино. Недавно в популярном приложении Иви вышел новый сериал режиссера Анны Меликян «Нежность», который является продолжением ее же короткометражки с одноименным названием, вышедшей в прокат в 2018 году. К слову сказать, Меликян довольно известный российский режиссер, которая громко заявила о себе еще в 2014 году, получив приз за лучшую режиссуру на Кинотавре за фильм «Звезда». А в следующем же году ее картина про любовь на том же фестивале была удостоена гран-при. В сериале «Нежность» Анна Меликян сняла все тех же актеров, которые снимались и в первом фильме. В главной роли актриса Виктория Исакова, а также актеры Константин Хабенский и Евгений Цыганов. В касте есть и другие известные имена: Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова, Анна Михалкова, Юлия Пересильд и другие. В центре сюжета история финансового директора крупной компании Елены Ивановны Подберезкиной. Для нас этот сериал особенно интересен тем, что среди прочих локаций его снимали и в Абхазии. Авторы попытались изобразить местный колорит, атмосферу, характерные особенности жителей, абхазское застолье, хоть в несколько и утрированном виде. А еще это довольно яркая реклама и продвижение в туристическом плане. В сериале засветились красоты Нового Афона и других мест Абхазии. Предлагаем посмотреть отрывок из сериала. Вкусно? Да, А? да, можно ехать. Да, нет, ну подожди, так сразу неудобно уже. Чуть посидим и поедем. Чуть-чуть затянулось на несколько часов. Сначала пришли друзья друзей. Потом друзья этих новых друзей. Ну, а потом начались тосты. У них была своя логика и очередность. Сначала тосты про родину, потом за друзей,
потом за умерших, потом за женщин, ну а потом пошли по кругу. Когда закончились тосты, начались песни. Затем песни перешли в танцы. Всем, кому интересно посмотреть сериал и составить личное мнение о нем, смогут найти его в приложении Иви. На этом сегодня у меня все, но по-прежнему продолжу следить за всем важным, интересным, актуальным, что происходит вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.